Внутри всегда теплый и влажный июль. В этих теплицах круглый год выращивают томаты и огурцы различных сортов. Сладкие, сочные и полные витаминов. Томаты – настоящее летнее лакомство, которое без особых усилий может вырастить любой фермер. Вот цветок, вот они уже вот эти вот бутончики, они вот дают плоды. А вот эти вот листья, они абсолютно бездейственны. Взявшись за собственное дело, Молдхан Сычоева поначалу даже не знала, с чего начать. Но вера в успех и желание трудиться дали свои плоды. Женщина считает, что натуральные продукты – это прежде всего здоровье потребителей. Ну и ее небольшой вклад в большую политику импортозамещения. Мы здесь посадили волгоградский розовый сорт в начале августа. Но сейчас вот неделю так, наверное, самое большее, максимум неделю поспеет вот этот урожай. Он будет красный уже. Вот он уже. Вот он начинает уже поспевать. Почти полгектара защищенного грунта плюс ручной труд. В итоге хороший урожай. До 100 килограммов томатов каждую неделю собирается этих грядок. Для солнечной культуры в теплицах созданы самые лучшие условия. Уход за томатом, да и в принципе за любым растением, которое высаживают в парниках, очень сложный и требует большого внимания. Во-первых, здесь обязательно должно быть капельное орошение, оно здесь имеется. Также главная часть – это температура должна быть здесь специальная. Огурцы – одна из самых распространенных овощных культур, которые выращивают практически на всей территории Ингушетии. На первый взгляд они не требуют особого внимания, но ежедневная поливка и меньше солнечных лучей обязательны. И тогда богатый урожай гарантирован, делится Молдхан. Здесь посажен сорт огурца Маша. Посадили мы его уже дней 4-5, вот как посадили. Но после посадки мы дали под корень им немного лекарства, так что, поскольку, чтобы сохранить корень. Вот видите, например, вот этот вот листик, его надо вот, например, убрать. Вот так вот. Потому что, чтобы вот этот, именно вот такой пожелтевший листик, он уже забирает силу у огурца. И огурец уже некачественный. Но чтобы собирать урожай круглый год и зимой, и летом, недостаточно построить теплицу. Необходимо знать и некоторые агрономические нюансы. Когда отросток достигает 20-сантиметровой высоты, его необходимо подвязать. Это делается для того, чтобы кустик не падал и не расползался по земле. А вот сейчас, когда мы его подвязали, он будет стройно подниматься вверх. Ну, во-первых, будет удобно собирать с него плоды. В начале года на этом месте был пустырь, но взвесив свои силы, продумав идею для бизнеса, семья Сычоевых обратилась в региональный фонд поддержки предпринимательства. В итоге фермеру оказали помощь в реализации проекта. Данная идея нам понравилась, мы ее оценили, провели свои финансовую оценку. Данная продукция, которая выпускается у крестьянского фермерского хозяйства, она востребована в республике у нас в Ингушетии. И мы вот видим результат нашей деятельности, совместной деятельности, я так сказал бы. Работа проведена огромная, хорошая работа, мы довольны. Заемщик, данный клиент, своевременно оплачивает проценты, идет на контакт. При этом все идет у него все хорошо, нормально. В настоящее время у фермера 2 теплицы общей площадью 950 квадратных метров. Территории под посевы пока хватает, но впереди еще грандиозные планы по расширению хозяйства и выращиванию большего ассортимента овощей. Руслан Албогачиев, Адам Кадзоев, Новости 24.